Указом президента Владимира Путина звание Героя России присвоено капитану Султану Хашагульгову, участнику СВО, посмертно. Вот как прокомментировал события глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. 28-летний командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа погиб, выполняя боевую задачу в районе населенного пункта Старомайорское. 30 июня штурмовая группа под его командованием выполняла боевую задачу. Ценой своей жизни капитан Хашагульгов спас от смерти старшего сержанта Сайгина. В семье Хашагульговых это второй Герой России. Султан был двоюродным братом Героя России Султана Юсуповича Хашагульгова. Далгеш Долцен, Далг Ахетем Болб. Амин. В Магасе ко Дню народного единства со 2 по 4 ноября пройдет масштабная выставка трофейной боевой техники и вооружения стран НАТО. Работать выставка будет сразу на 6 площадках. Посетителям представят более 18 единиц различной техники, включая боевые машины. Будут организованы полевая кухня, мобильный пункт отбора на военную службу и площадка для выступления творческих коллективов. По программе «Семейная ипотека» выделен дополнительный лимит в размере 350 миллиардов рублей на предоставление кредитов банками. На днях крупнейшие банки объявили о приостановке приема заявок на семейную ипотеку из-за очередного исчерпания средств. Подобная ситуация уже была в сентябре, после чего оператор программы Дом РФ перераспределил остатки имевшихся лимитов в 140 миллиардов рублей. Объемы, которые одни банки могли не успеть использовать до конца года, были переданы другим банкам, которым требовалось увеличение средств. В Госдуме предложили увеличить сумму остатка средств мат-капитала с 10 до 20 тысяч рублей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас семьи с детьми могут получить остаток мат-капитала не более 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. И учитывая резкий рост цен на многие товары и услуги, в том числе на отдых, на школьную форму и школьные принадлежности, депутаты полагают, что в целях более существенной материальной поддержки семей с детьми остаток средств мат-капитала, который должен быть выдан в виде единовременной выплаты, следует увеличить. Правительство России утвердило концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, сообщается на официальном сайте Кабмина. Там отметили, что главная задача, поставленная концепцией, это модернизация системы отраслевого образования в условиях роста востребованности строителей и работников ЖКХ на рынке труда. Распоряжение об утверждении этого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин. План мероприятий по реализации концепции будет разработан Минстроем России в ближайшие 3 месяца, отметили в правительстве. Подлинность новых купюр номиналом 5000 рублей можно проверить как минимум 3 способами, рассказали в Центробанке. Убедиться в том, что новая купюра не является подделкой, можно на ощупь, а также с помощью просвета и изменения угла зрения. Так, в первую очередь, необходимо проверить наличие водяного знака. Его будет видно, если посветить на купюру фонариком. На защитной нити на темном фоне должно находиться повторяющееся изображение номинала 5000 рублей. Некоторые элементы банкноты должны быть рельефными. Речь идет о цифре 5000 рублей, надписи «Билет Банка России» с тиснением и надписи 5000 рублей. Новые купюры номиналом 5000 рублей начали появляться в российских регионах в конце октября. В ноябре начнет действовать новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Прежде всего, получатели услуг ЖКХ начнут уведомлять о возможности получить льготу, если они имеют на нее право, и их платежи превышают установленный в регионе порог. Кроме того, раньше компенсацию не предоставляли при наличии даже погашенной задолженности. Теперь, если долг погашен, претендовать на возмещение разрешено. Все данные есть в единой цифровой системе, куда могут обращаться органы власти.